Здравствуйте, дорогие телезрители, болельщики и просто любители футбола. В эфире передача «Про футбол». Передача, благодаря которой вы будете в курсе всех главных и интересных событий в жизни якутского футбола. В сегодняшнем выпуске вас ждет обзор игр плей-офф мини-футбольного клуба «Заря», а также сюжет про футбольные состязания Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Ну и напоследок вас ждет сюжет про мини-футбольный турнир общественных организаций нашей республики. Итак, поехали! 4 апреля во Дворце спорта 50 лет Победы состоялся матч четвертьфинала розыгрыша плей-офф Высшей лиги России по мини-футболу, в котором наша «Заря» принимала мини-футбольный клуб «Ишим-Тюмень-2». Напомним, что регулярное первенство завершилось, определив лучшие 8 команд, которые продолжают бороться за чемпионство по системе плей-офф. Нашей команде в четвертьфинале попался серьезный оппонент, с которым игры всегда получались трудными. Об этом говорит статистика личных встреч: 2 ничьих и 1 поражение. Эта же игра началась относительно спокойно. Обе команды, как говорится, присматривались друг к другу. Но данное спокойствие было нарушено на 17-й минуте матча, когда Олег Казаков мощным ударом из-за пределов штрафной застал врасплох вратаря гостей. 1-0. Спустя 5 минут Александр Беличко с забивания удваивает преимущество «Зари» 2-0. Пропустив 2 мяча, гости начали играть рискованнее и напористее, что дало свои плоды под занавес первого периода. Денис Абышев изящно замыкает передачу Олега Исаева. Гости сокращают отставание 2-1. А в начале второго периода Ишим сравнивает счет. Быстрый контрвыпад результативным ударом завершает все тот же Абышев 2-2. Буквально через мгновение «Заря» вновь выходит вперед. Сильный прострел Мелконяна замыкает всеми забытый штрафной Олег Казаков 3-2. На последних минутах встречи, благодаря расторопности Георгия Фурсова, Ишиму удается избежать поражения. 3-3 боевая ничья в первой игре четвертьфинала плей-офф Высшей лиги. Ну, я считаю, что встреча, наверное, все-таки была равных соперников. И я считаю, что сегодня команда «Заря» выглядела очень прилично. Мы понимали, что они как бы дома будут доминировать. Мы старались сыграть строго от обороны. И, в принципе, я считаю, что нам это удалось. И мы рассчитывали на положительный результат. Мы его добились. Я как бы доволен своими ребятами. Но понимаю, что, конечно же, еще есть ответный матч, в котором я считаю, что шансы тоже равны. Но сегодняшняя игра, я считаю, соперники были достойны друг друга. И, наверное, счет вот этот 3-3, он закономерный. Да, мне кажется, играли 2 равные команды. Были на поле, были моменты хорошие и у команды Тюмени, и у нашей команды. Ну, все покажет вторая игра. Какие комментарии. Кто будет сильнее, тот победит обязательно во второй игре. Ребята старались, ребята делали все возможное. Молодцы, им за это огромное спасибо. Были, конечно, ошибки, но если бы не ошибались команды в футболе, то не было бы голов и не был бы такой красивый этот вид спорта, как футбол. Были ошибки, конечно, но ничего страшного. Все впереди, есть над чем работать. Команда молодая, перспективная. Будем работать, стараться, стремиться завоевывать только первые места. 12 апреля в ответном матче, который прошел на домашней площадке Ишим-Тюмень-2, наша «Заря» проявила весь свой характер, одержав убедительную победу со счетом 2-6. Голами отличились Величко и Позаженников по дублю, Мелконян, Фурсов, Чухри и Казаков. 2-6 наша команда в полуфинале. 20 апреля на своей площадке мини-футбольный клуб «Заря» в рамках уже полуфинала принимал мини-футбольный клуб «Ямал», который завершил регулярное первенство на первой позиции. События в этом матче развивались крайне стремительно. Уже на 3-й минуте гости из Нового Уренгоя открывают счет. Результативный удар получился у Максима Волынюка 0-1. Однако хозяева площадки практически сразу сравнивают счет. Александр Купряков, получив мяч перед воротами, на замахе убирает защитника и расстреливает ворота Толстихина 1-1. Чуть позже «Заре» удается забить еще один мяч, но по мнению арбитра в данном эпизоде Артур Мелконян забивал после нарушения правил. Гол не засчитывается. А на 7-й минуте матча «Ямал» вновь выходит вперед. Передачу на угол площадки одним касанием в ворота перенаправляет Максим Истомин 1-2.
Спустя пару минут Антон Кусов зарабатывает стандарт вблизи от штрафной площадки и мастерски его исполняет. Удар Антона со штрафного для Толстикина оказался не берущимся. 2-2. При равном счете на площадке Дворца спорта 50 лет Победы началась настоящая борьба. Периодически эмоции били через край. Под занавес первой половины игры Александр Величко после подачи с углового мощным ударом с лету выводит Зарю вперед. 3-2. Второй период был также полон борьбы, эмоций и, конечно же, опасных моментов. Вратарям обеих команд пришлось часто вступать в игру. Моменты были как у Зари, так и у гостей, но забить удалось только подопечным Олега Марченко. На 45-й минуте встречи финальный счет устанавливает Дмитрий Посаженников. 4-2 победа Зари в первом матче полуфинала. Сегодня в полуфинале наша команда «Заря» выиграла 4-2, показывал очень хорошую игру. И, конечно, мы очень рады, что наша команда «Заря» постоянно показывает высокие результаты. Показали силу, волю и хорошую игру. Мы победили команду «Ямал», которая закончила чемпионат на первом месте. Но это плей-офф. Ребята, благодаря такой сумасшедшей поддержке болельщиков и трибунам, наверное, сегодня нам больше хотелось и победить. Ребята показали, что мы тоже в Якутске умеем играть в футбол. И наши две команды, команда Мирного и команда Якутска, борются в плей-оффе за самые высокие места. Я думаю, это показатель мини-футбола. И благодаря поддержке руководства республики, Министерства спорта, эта команда существует уже на протяжении 20 лет и показывает такие результаты. Я думаю, сегодня мы показали самый лучший футбол, который был когда-то. И в огромной, сильной поддержке болельщиков, и трибуны сегодня были как никогда. Сумасшедшая поддержка, и болельщики гнали команду вперед, готовились, разбирали, смотрели эту команду. Был просмотр, наверное, изучили их самые сильные стороны, но еще есть ответная игра. Сейчас нужно забыть об этом результате. Счет пока 0-0, и показать, у них ответная игра будет. Мы здесь в Тюмени сыграли 3-3. Наверное, та команда понадеялась, что нас обыграют дома. Они проиграли нам 6-2, так что здесь никто ни от чего не застрахован. Они будут играть только на победу. Мы то же самое будем играть на выезде на победу. 27 апреля на домашней площадке мини-футбольного клуба «Ямал» состоялся ответный матч полуфинала розыгрыша плей-офф высшей лиги России по мини-футболу. В рамках этой встречи «Ямал», который завершил регулярное первенство на первой позиции, принимал нашу «Зарю». Подопечные Олега Марченко, благодаря победе в Якутске со счетом 4-2, прибыли к этому матчу с преимуществом 2 мяча. Но коллектив из Нового Уренгоя в ходе напряженнейшей игры на последних минутах смог спасти матч и выйти победителем из этой серии двух настоящих полуфинальных битв. Ямал на своей площадке одолевает Зарю 7-3. Голами отличились. Истомин оформил покер. Кусов, Султанов, Казаков, Мелконян и дубль Санникова. Ямал выходит в финал, где сойдется с московским «Спартаком». А Заря будет биться за третье место в якутском дерби против мини-футбольного клуба «Алмаз Алроса». Первая встреча состоится в городе Мирный 3 мая, а ответный матч пройдет 10 мая в Якутске. А 20 апреля на стадионе «Юность» стартовало другое университетское соревнование – футбольная лига Северо-Восточного федерального университета, организаторами и инициаторами которой являются сами студенты. Открытие данного первенства состояло из викторины на знания о футболе, состязания в технике и мастерстве и выставочного матча открытия между сборной СВФУ и выпускников. Участие на данном соревновании принимают уже не сборные факультетов и институтов, а смешанные команды студентов очной и заочной формы обучения и аспирантов. Всего же было заявлено 24 команды участников. Эти соревнования называются студенческая футбольная лига СФУ. Мы начали эти соревнования в прошлом году. В прошлом году у нас играло 17 команд, а в этом году заявилось уже 24 команды. В прошлом году у нас было приглашение на чемпионат России среди студенческих команд. Мы составили сборную и отправили. Соревнования проходили в Подмосковье, в городе Нарфоминске. В этом году мы получили приглашение на чемпионат России в Санкт-Петербурге, который будет проходить в сентябре. 19 апреля в спортивном зале УЛК номер 3 Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова начался ежегодный розыгрыш Кубка университета по мини-футболу. На данном соревновании участие приняло 18 сборных команд, факультетов и институтов СВФУ. Турнир начался с группового этапа, по итогам которого выявятся сильнейшие команды, которые продолжат борьбу за звание победителя по системе плей-офф.
На протяжении 6 дней команды оспаривали желанный трофей. Всего было сыграно свыше 40 матчей, по итогам которых чемпионство праздновала команда горного факультета. Второе место заняла команда инженерно-технического института, а третье место – команда Института физической культуры. Внутри университета мини-футбол и футбол, в общем, развит, ну и развивается в данное время. И мы проводим осенью специально для первокурсников тоже чемпионат СУФУ среди первокурсников. И вот весной вот ежегодно тоже проводим то есть мини-футбол, чемпионат университета по мини-футболу. Цель – это привлечь наших студентов к здоровому образу жизни и футболу. 26 апреля состоялся турнир по мини-футболу среди общественных организаций нашей республики на призы Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по республике Саха-Якутия. Турнир проходил под девизом «Наркотикам нет, спорту да». Ведь данное соревнование проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения внимания общественности к проблеме наркотиков. По словам организаторов, этот турнир будет ежегодным и с каждым разом собирать все больше участников. В этом же розыгрыше принять участие приехало 8 команд различных общественных организаций. Турнир проходил по олимпийской системе, и по итогам всех сыгранных игр сильнейшей оказалась команда Республиканской молодежной общественной организации «Развитие КВН» в республике Саха-Якутия. Второе место заняла команда молодежной общественной организации «Лига Саха-КВН». А на третьем месте турнир завершила команда студенческой лиги футбола Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. А на этом у нас все. С вами была передача про футбол и Влад Сергеев. Смотрите футбол, любите футбол, болейте за наших. До скорых встреч. Пока. Первые домашние матчи этого года. Футбольный клуб «Якутия» принимает команды «Амур-2010» и «Чита». 3 и 6 мая стадион Туймада. Болеем за победу вместе, за родную команду. Справки по телефону 720 027. С 3 по 4 мая в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоится чемпионат Дальневосточного федерального округа по смешанным единоборствам ММА. Программа чемпионата. 3 мая в 11:00 начало соревнований, в 14:00 торжественное открытие, в 16:00 полуфинальные бои. 4 мая в 16:00 финальные бои, награждение, торжественное закрытие. Справки по телефону 8 914 281 57 96. Чтобы день твой был в порядке, начинай его с зарядки. 4 мая в 8 часов утра приглашаем всех горожан на стадион Туймада на открытие сезона утренней зарядки в республике Саха-Якутия. Присоединяйтесь к нам, и вы получите заряд бодрости и хорошее настроение на весь день. Справки по телефону 34 17 08 714 021.